Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто будет вас добиваться? Если тема интересна, пожалуйста, загадайте на себя. Ну и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте вместе посмотрим, кто этот человек, кто будет вас добиваться. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько. Вот мужчина в центре вышел, правую руку вверх поднимает. Мужчина, которого вы уже знаете. Мужчина, с кем вы знакомы. Знакомство может быть как и формальным, так и вербальным. Да? Просто вот где-то видели, одними и теми же маршрутами передвигаетесь. Может быть, в одном и том же офисе работаете, либо на одном и том же производстве. Мужчина визуально знаком. Мужчина, может, и по имени вам знаком. Да? Может быть, вы даже уже общаетесь. Мужчина младше вас по возрасту идет. И именно здесь возраст показан. Да? Он младше, чем вы. Младше. Интересный такой персонаж. Он женщинам нравится. Видите, вот тут поклонницы внизу. Видите, сколько много поклонниц? Раз, два, три, четыре, пять. И шестая даже какая-то тут нарисовалась. Поклонницы. У него есть поклонницы. На лицо очень приятный, симпатичный, у кого-то красивое отыграется. Лицо светлое, красивое, красивые черты лица. На какого-то актера мне идет похож. Либо певец, либо актер. Причем такая, знаете, звезда прям мирового масштаба. Поклонницы есть, поклонниц много, но добиваться он будет вас. И еще так показано, что вы выше его стоите. Может быть, вы выше должность занимаете. Может быть, речь идет о том, что вы, например, дама не свободная. Может быть, опять же, это возрастное, да, возраст имеется в виду, что вы старше, чем он. Но да, именно вас он хочет. Поклонницу не хочет, а хочет именно вас. Вообще мужчина такой, знаете, вот он привык к женскому вниманию. Всегда его окружали женщины, и всегда он прям купался во внимании женщин. Вот. Возможно, таки вы его этим и зацепите, потому что вы женщина строгая, потому что вы, ну вот у вас, я так понимаю, такое правило, принцип, да, что вот именно мужчина должен женщину добиваться, а не наоборот. И женщина не должна показывать свой интерес мужчины, да. Вот вы придерживаетесь этого, либо живете с этим, может быть, даже несознательно, да, вот вспоминайте, были ли моменты, что вы пытались мужчину добиться? Я думаю, нет. Либо пытались там какого-то мужчину привлечь, обратить его внимание на себя. Мне идет, что вы не такая, вы не из того теста сделаны. Возможно, это и будет момент, когда мужчина именно привлечется этим, что как так, она устояла, да, она не стала жертвой моих чар. Как это все девчонки за мной бегают, да, все женщины бегают, а это типа отворачивается. Что-то тут не так, да, непорядок. И вот, да, интерес, идет очень сильный интерес и очень сильное желание вас добиться. Даже у кого-то отыграется, что изначально он и сам не будет себе отдавать отчета, да, зачем он это делает, какова его цель, для чего. То есть поклонницу тебя хоть и отбавляй, зачем тебе именно эта женщина? Вы слишком с ним холодная. Либо есть, либо будете. А может, и есть, и будете. Может быть, он такой немножко спесивый в плане того, что ну, я красавчик, я это знаю, я этим пользуюсь. И тут вы такая, да ничего подобного. Да мне все равно, красивый ты или нет. Я не из того теста.
Вот показано, что в сегодняшнем дне у него уже к вам интерес. То есть это как минимум симпатия, как максимум желание, чтобы вы на него посмотрели, либо больше ему внимания уделяли. Вот даже как запрос на это есть, как потребность. Да? Я хочу, чтобы эта женщина мне улыбалась. Я хочу, чтобы эта женщина меня выделяла. Да? Вот как-то так у него идет. Ну, у кого-то просто симпатия зародилась. То есть вы ему понравились, внешне понравились, он у вас еще не знает, вот какая вы, чем живете, чем дышите, о чем думаете. Вот. Но внешне вы ему нравитесь. Образ. Вот идет образ. Причем, знаете, так показано, что вы вообще такая ни на кого не похожая. Ни по красоте, ни по фигуре, ни по образу, стилю жизни. Вот как выделяетесь. Вы не такая, как все. Вот почему-то приходит на ум вот эта белая ворона. Но я не хочу вас обидеть, не подумайте. Да? Вы просто нетипичная красота. Там, если все там следуют моде, краситься там в один цвет, вы выбираете то, что вам идеально идет. Да? Вы придерживаетесь какого-то своего стиля. И не только в цвете волос, в стрижке, но и в подборе одежды. То есть вы не такая, как все. Вы выделяетесь, соответственно, привлекаете много внимания, соответственно, вызываете такой прям жгучий интерес к себе, к своей персоне. Да, может быть, у кого-то еще отыграется, что мужчина пытался удочку закинуть, а вы прям совсем не среагировали, и он такой, так не понял, что случилось, куда это мое природное обаяние делось, почему? Почему на ней не сработало, да, что не так? В общем, заинтересовали, да, тут явно есть интерес, и он уже есть. А дальше будет больше. Дальше будет больше. У мужчины, знаете, как пробуждается, в мужчине пробуждается охотник, а для мужского это же прям совсем самое важное, да, вот почувствовать себя охотником. И чем больше вы ему отказываете, либо чем меньше вы на него реагируете, тем сильнее пробуждается это желание. Желание добиться, желание получить свое. Угу. Ну, молодой. Может быть, молодой, поэтому так себя ведет. А может быть, в принципе, такой мужчина, да? Привык, что ему никто никогда не отказывает. Привык, что все прям как спелые яблочки в руки падают. И тут вы такая: не-не-не, я сломаю тебе систему. Да, сейчас об меня ты зубы обломаешь. Так, ну что, девочки, что сказать? Показано, что мужчина сейчас о вас пытается по максимуму узнать, кто вы, что вы. Что нравится, что не нравится, кто с вами. Нужна эта информация для следующего шага. А вот следующий шаг, он более какой-то активный. Активность. Да, будет много активности от этого мужчины. И мужчина будет пытаться вас то ли ревностью, то ли настойчивостью, да, ну вы разные. У кого-то будет ревность, то есть он будет там демонстративно рядом с вами, с девушками гулять, ну, либо как, чтобы вы видели, да, какая он цац, какой он прям мужик, от которого все с ума сходят. Вот демонстративно это все будет делать. А у других отыграется, что он прям преследовать вас будет, вот прям ходить за вами, вот пойдем на свидание, удели мне время, давай там кофе попьем, да, вот прям такой настойчивость будет проявлять. Да, будет вас добиваться, будет. И знаете, будет добиваться, пока не влюбится. Влюбится по уши просто, вот мне идет по уши. А вы не хотите, вы то ли верить ему не будете, ну, либо посмотрите, скажете: да ты бабник, да, у тебя куча женщин, что тебе от меня надо? Вот, еще вот эта разница в возрасте, почему-то она прям как оскомина идет. Может быть, вы не хотите этого, да, может быть, вы не принимаете, когда мужчина младше, а женщина старше. Может быть, вы там старой закалки, либо какие-то стереотипы у вас есть по поводу этого. Ну, может, в принципе, да, не хотите легких отношений, вам хочется вот серьезного чего-то. И вы не верите, что этот молодой и смазливый мужчина может дать вам серьезные отношения. То есть, чем больше вы ему, получается, палки в колеса, тем активнее он тянется в вашу сторону. Девушки, кто у меня в паре в браке, для вас это прям серьезное испытание, потому что этот мужчина своей этой активностью может наделать шума. Тут и ваш благоверный может ревновать очень сильно. И опять же, вот эти моменты, что вас компрометируют, да, зачем вам это нужно.
То есть нервы немножко может вам попортить тем, что он вас добивается. Ну, а если вы девушка свободная, то это прям театр одного актера, да, вам будет и интересно понаблюдать за этим мужчиной, и интересно будет его немножечко на место поставить, ну и в то же время какое-никакое развлечение для вас идет. Разговоров вокруг вас много вижу, здесь прям даже ленивый будет говорить, даже глухонемой будет говорить. Знаете, вот интересно за вами наблюдать. И тут люди прям чуть ли не ставки будут ставить, да, сможет ли он вас добиться, либо вы все-таки его пошлете. Говорят, вы станете темой номер один. И даже вот смотрите, люди, которые вас не знают, до них дойдут эти разговоры, они вот прям специально будут стремиться с вами познакомиться. Посмотреть, что это за женщина такая, что за снежная королева, которая красивого мужика молодого к себе не подпускает. Да. О вас будут говорить. И говорить будут много и долго. Да, люди разделятся как на два лагеря. Одни, значит, за этого мужчину топят, а другие за вас. Еще здесь такой момент показан, ну, то ли с характером вашим связан, то ли, ну, с вашими, может быть, с какими-то моральными устоями. Вы умеете закрываться, вы умеете быть вот такой, знаете, холодной, ледяной. Вы умеете делать правильный взгляд, от которого мужикам плохо становится. Ну, не по себе, страшно, да, становится. Вот прям на нем вы все попробуете, все свои навыки испробуете. Так что, мои хорошие, да, будет вас добиваться этот парень. Знаете, чуть ли не следит за вами, чуть ли не выслеживает. Вот последняя фаза ваших взаимоотношений, либо его попыток вас добиться, она прям самая для него, он такая трагичная идет. Да, когда он уже там прям влюбился, когда он уже жить без вас не может. И вы такая: нет, и не подходи, полицию позову, да. Ну, про этого мужчину могу сказать следующее. Может быть, да, он молод и горяч, может быть, действительно он привык к женскому вниманию, но сам по себе он человек неплохой. Неплохой, я не вижу здесь каких-то страшных, там, никчемных привычек. Я не вижу какого-то нездорового образа жизни. Возможно, скорее всего, он и есть, да, спортсмен, на спорте сидит. И также, возможно, у мужчины вот семья какая-то мне идет, как хорошая, приличная, да, что у нас принято, там, интеллигенты. Семья, которая вот прям милая, душевная, и люди с хорошим образованием, с хорошим воспитанием. Люди, которые достойны уважения, да, уважаемые люди. Вот семья очень хорошая. А он то ли у них один сын, то ли у них, как он, любимый ребенок идет, да, вот как-то так. Возможно, даже в процессе, как он вас будет добиваться, допустим, кто-то из его родителей может к вам подойти и за своего мальчика слово замолвить, а вам захочется резко ответить. Посмотрите, да, что человек, ну, воспитан, хорошо к вам относится, скажете: ладно. Ну, вот как семья вам его будет нравиться. Может быть, вы уже знакомы с его семьей. Это как бы плюс ему идет. Вот. По поводу него, настроен ли он на серьезное, в сегодняшнем дне нет. Он об этом не думает. Ну, в силу своего возраста он об этом не думает. Больше думает о развлечениях, больше думает об удовольствиях, больше думает о, ну, не знаю, о чем-то поверхностном и легком. Да? Вот у вас к нему две претензии. Это то, что девок вокруг него много. И вторая претензия – это то, что он слишком молод. Да, все время вы будете говорить: да найди кого-нибудь своего возраста, да зачем ты как бы ко мне пристаешь, да? У нас с тобой там разница в возрасте, да, вас это очень прям будет смущать. Даже больше, чем то, что у него много поклонниц. Вот. А он, ну, для вас, ради вас от этих поклонниц будет как избавляться, да, он будет с ними ругаться, он будет их от себя посылать, да, подальше, куда подальше будет этих женщин посылать. То есть он вам будет доказывать, что, да, мне не нужны эти женщины, мне нужна только ты. Но у вас тут такая долгая история, на самом деле, показана. Долгая. Я не могу сказать, чем закончится, потому что там показан ваш выбор. И выбор, который вы будете делать именно под чувствами и впечатлениями пережитого, а не сейчас. Сейчас вы этот выбор не можете сделать. И даже когда вы только начнете с ним общаться, да, выбор будет сложно сделать. То есть тут время пройдет. Время. Он очень такой, знаете, цепкий мальчик. Особенно, ну, представляете, да, никто не отказывал, и тут королева снежная отказала. Будет впечатление, что он к вам прям приклеился и никуда от вас не отходит.
Еще надо отдать ему должное, он умеет делать красивые подарки, красивые жесты, красиво ухаживать. Здесь мужчина прям совсем не будет скупиться. Тут если цветы, то самые красивые, самые дорогие, самые экзотические. Если подарки, то очень ценные подарки. Да? Это не какие-нибудь там конфеты в коробке, не какая-нибудь банальная шоколадка, а, например, украшения. Причем украшения из благородных металлов. То есть здесь мужчина в этом плане в большом плюсе. Но и деньги у него на это есть. То ли от семьи деньги, то ли он и сам крутится, вертится, зарабатывает. В общем, да, девочки. Здесь красивая история. История, в которой героиня прям отворачивается. Ее нельзя уговорить, такая нехочуха, леди нехочуха. А мужчина, наоборот, такой несчастный рыцарь, который все, что имеет, все, что есть, бросает к ее ногам. Ну да. Был бы он постарше, может быть, вы бы и смягчились. Но тут разница прям такая, для вас она будет существенной. Понятно, что вы каждая по-своему смотрите. Для кого-то там и 5 лет это существенная разница, а для кого-то 10 это прям вообще, да, потолок. Это прям фу-фу-фу, так нельзя. Разница есть, и она чувствуется. Ну и также, мои хорошие, если вы, например, руководитель, а мужчина там рядовой сотрудник, либо обычный сотрудник, то, может быть, даже будете думать о чем-то в виде корысти, а он, например, этими дорогими подарками будет доказывать, что никакой корысти нет. Да, вот как-то так идет. Ну и разговоры будут на вас, конечно, давить. Разговоры, которые будут вокруг вас. Вот кто-то прям подбивает и говорит: да что ты, жизнь одна, давай, короче, молодой мужик, это же прям классно. Оторвешься, там, погуляешь, любовь, морковь. А кто-то, например, в открытую будет вас критиковать и говорить, что вы там мальчика соблазняете и прочее, прочее. Ну, понимаете, да, грязные разговоры могут ходить. Вот это тоже будет смущать. Я вот не пойму, почему так много людей, вот до сих пор не могу понять, да, очень много людей, и все вовлечены в этот момент, да, момент, когда этот мужчина за вами ухаживает. То ли вы вместе таком живете, где ничего такого не происходит, то ли вы важный человек, допустим, да, и многие вас знают, и поэтому как бы все будут вовлечены и интересоваться будут, что у вас там лично происходит. Ну да. Здесь такая еще история интересная. Обольщение, соблазнение, уговоров, умоляний. Мужчина прям такой, как попрошайка получается, ходит за вами и выпрашивает у вас любви. Выпрашивает вашего внимания, а вы такая: нет. Хотя он вам будет нравиться. Вот лицо вы его рассматриваете как очень милое, как очень привлекательное. Ну и тело тоже так рассматриваете. И даже при всем при том, что он вас там будет раздражать своим гипервниманием, все равно вы будете в голове вот у себя прокручивать, что он хороший человек, да, хороший, ну да, приставучий, ну да, ошибается, но тем не менее он очень хороший. И вообще вам будет льстить, по итогу вам будет льстить то, что этот мужчина именно вот так за вами убивается. Да? Чем больше он за вами будет убиваться, добиваться, тем больше вам это будет льстить. Вот. И еще такой интересный момент показан. Когда этот мужчина будет за вами ухаживать, и это станет темой номер 1, здесь мужчины, которые вот тоже вас окружают, они тоже как-то в вашу сторону активируются. Ну вот каждый по-своему, конечно, да, но вот больше положительных моментов от мужчин будет приходить в вашу сторону. Чем не идет время, что вы в мужском внимании купаетесь, и с мужчинами вам как-то легче, проще, чем с женщинами в такой момент. Ну, выбор остается за вами, и что вы выберете, то и будет. Может, чуть-чуть попозже еще сделаем отсыпку, посмотрим, да, на развитие событий. Но пока показано так. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.